Нет, это нет. Это левый заскок, левый радикализм. Вот это выражение сути, скажем, моей, она должна была прорваться в чем-то. Вот она прорвалась. И если бы, вот тогда я не убедился, не знаю сейчас, на какие бы позиции стоял. Возможно, позиции стоял Нины Андреевой. Вполне возможно. Если бы я сам на своей, шкуре все это не испытал. Вполне представляю. Потому что ее позиция, это моя позиция 15-летней давности. Мы беседуем с председателем колхоза «Ленинские искры» Аркадием Павловичем Айдаком после его возвращения с 19-й партконференции. Он вспоминает первые годы работы в хозяйстве. В то время в деревне началась новая кампания «Долой личных коров». Корова на подворье отвлекает колхозника от работы в общественном хозяйстве, мешает ускоренному движению в коммунизм. Айдак без колебаний тоже обобществил в колхоз всех личных коров. Но в отличие от других, Айдак открыл в колхозе молочный ларек. Причем детям и пенсионерам молоко давали бесплатно. Сохранились кинокадры той поры. Эта утечка ценного продукта не понравилась наверху. И тогда Айдак затеял строительство крупного молочного комплекса, чтобы было изобилие молока. Нет, это молочный комплекс, конечно, это моя ошибка. Тут, несомненно, это левый радикализм, который был связан с отбиранием скота у колхозников, общее стадо. Вот этот комплекс был связан с этим. Сельского жителя обязательно должна быть корова. Вот люди без скота, люди работают хуже. Чувашский колхоз «Ленинские искры» знаменит как образец экологически разумного хозяйства. Ныне покойный народный поэт Чувашии Яков Ухсай говорил, что в лице Айдака он нашел героя нашего времени. Нас интересует не столько экология, сколько сам Айдак. Крестьянский сын, рано оставшийся без отца. Он был репрессирован. Очень тяжело. Если бы пчел не было, вот у нашей семьи 5 детей, вполне реально померли бы, наверное. Значит, пошел пильщиком. Я все напомню. Учетчик отмеряет, сколько сделали, и говорит, все, 12-15 трудодней. Значит, осенью, значит, получать должно вроде бы столько заработал, трудодней немало зерна. Там полмешка не было, я притащил. Однако выдержал парень и нужду, и голод. Поступил в университет, думал преподавать историю в школе, а попал на комсомольскую работу. Уже в обкоме комсомола, вот, я отчетливо помню, меня начало тянуть. Понял, что работа не для меня. Когда бродит скот тощий по унылым оврагам, когда народ расходится по другим областям, когда оплаты в колхозе нет, надо было как-то прорваться. Тогда часто посылали руководящих работников поднимать село? Нет, я сам поехал. Сам навязался нахально, так сказать. Что это единственное, где тебя выбирают, и ты можешь, независимо от верхов, отстоять свое «я». Так начала сбываться мечта Айдака. Мечта о том, чтобы люди жили в гармонии с природой. Овраги превратили в пруды. Отказались от ядохимикатов, заселили угодья зверьем, вернулись птицей. Отсюда держать. А какие результаты у Айдака без химии? Прекрасные. В год надаивают от коровы почти 5000 килограммов молока. Получают зерновых по 35 центнеров с гектара,
И это вне Черноземья. Я думаю, что фактически это не только для нашей страны, это резерв. Считаю, это решение продовольственной проблемы нашей страны, это невозможно. Но вот я сейчас думаю, и даже не продовольственной проблемы нашей страны, вообще мировой продовольственной проблемы без Черноземья невозможно. Воистину, благодатная земля, которая требует только любви и рук хозяина. А как ему живется, хозяину? В колхозе «Ленинские искры» кажется неплохо. Однако, когда Эдаку дали слово на высокой трибуне партийной конференции, он заговорил о социальной несправедливости в отношении села. В чем она выражается? Во многом, но в первую очередь в отношении жилья. Вот вчерашний крестьянин, он уходит в город и получает квартиру. Если бы он в деревне жил, ему надо было годами собирать деньги, 15-20, чтобы построить дом. Раз. И потом надо содержать дом, постоянно отапливать его, каждый день воду таскать. Половина населения, фактически половина населения живет в городских квартирах, живет за счет другой половины значительно лучше. А тут, кто живет не в государственных квартирах, это великомученичество. Это говорит человек, сам переживший все тяготы своего народа. Даже в таком хозяйстве жить нелегко. И не только в Чувашии. В данный момент надо помочь колхозам и совхозам. Помочь в каком плане? Надо построить квартиры, надо сделать соцкультбет, надо дать топливо для этих колхозов и совхозов, сделать дороги. Вот 4 этих вопроса, если мы решим, колхозы будут жить и колхозы будут работать. Колхозник работает на износ. Да вы посмотрите, 30-летняя женщина или девушка приезжает из города, она выглядит совершенно другая. И посмотрите на наших колхозниц, которые имеют 30 лет. Вы все дадите им 45. Потому что они изнашивают себя в 2 раза быстрее, чем городская. Мы говорим газификация. Я бы не сказал, надо не только газифицировать, но и электрифицировать надо. Ведь в прогрессивных странах, скажем, на Западе, они же широко применяют электричество для отопительных целей и так далее. Тем более в небольших населенных пунктах, куда подвести газ очень неэффективно. Там же трубопровод проложить надо и так далее, обслуживать. Но провести электролинию это намного легче. Но у нас невозможно использовать вот эту электроэнергию в других целях. На освещение там можно, а на другие цели. В телятниках мы можем за дешевой ценой, если можно так сказать, использовать вот это электричество в коровниках, свинарниках, от кормщика. А дома колхозников этого нельзя, потому что там другая цена. Мы можем быстро обеспечить продовольствием страну, я уверен в этом, но задействовать надо только вот то, что нужно. Если мы хотим клянчить по миру, побираться и распродавая свои ресурсы, покупать на огромные количество продовольствия за рубежом, вот, и видимо, этим ставя трудные положения своих потомков, мы должны повернуться всей страной лицом к селу, решить его проблему, что никого не было желания убежать из села. Иначе нам не видеть благосостояние. Будем, как 60 лет стояли в очередях, так и будем стоять. Это же убедились. Айдак не разрешает срубить погибший от ядохимикатов дуб, чтобы стоял как памятник неразумного отношения к природе, как памятник неразумного отношения к самой деревне.